Маленькі райцэнтр паміж Віцебскам і Полацкам. Сёння Шуміліна не саступае сваім вялікім суседзям па прыгажосці і утульнасці. Тут жывуць больш за 7 000 чалавек. Месцічы адзначаюць, пасёлак за апошнія некалькі месяцаў змяніўся да непазнавальнасці. На гэта ёсць грунтоўная прычына. Мястэчка сёлета прымае абласны фестываль кірмаш працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2021». Да галоўнага свята аграрыяў Шуміліна пачало рыхтавацца загадзя. На пэўны час пасёлак ператварыўся ў маштабную будоўлю, дзе штодзень працавалі сотні спецыялістаў. Яны прыводзілі ў парадак вуліцы, дарогі, паркі і скверы, абнаўлялі аб'екты сацыяльна-культурнай інфраструктуры. За ходам работ уважліва сачыла мясцовая і абласная ўлады. Сітуацыя была на асабістым кантролі кіраўніка рэгіёна Мікалая Шарснёва. Рэгулярна праводзіўся абласны штаб па падрыхтоўцы дажынак, узначаліў які старшыня абласнога савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнціў. Адна з самых буйных будаўнічых пляцовак – раённы цэнтр культуры. Будынку больш за 45 гадоў. Яму быў патрэбен капітальны рамонт і мадэрнізацыя. Ад мінулага засталіся фактычна толькі сцены. Спецыялісты замянілі сеткі вода, электра і цеплазабеспячэння, каналізацыі, правялі работы па ўнутраным аздабленні, добраўпарадкавалі тэрыторыю. Не забыліся пра начынку, набылі новую гукавую і відэаапаратуру. Дзякуючы дажынкам раённы цэнтр культуры будзе адзначаць другі дзень нараджэння. Для шумілінцаў гэта асабліва важны аб'ект. Ва ўстанове культуры яе 15 філіялах рэгулярна праводзяцца разнастайныя святочныя мерапрыемствы. Напрыклад, сёлета іх прайшло ўжо больш за 2500. Арганізавана таксама работа сотні клубных фарміраванняў, большая частка якіх для дзяцей. Новае аблічча набыў Шумілінскі гісторыка-краязнаўчы музей. Да галоўнага свята хлебаробаў ён змяніў сваю прапіску і пераехаў у новы будынак. Гэта своеасаблівы падарунак да юбілею установы культуры, якая ў лістападзе адзначыць сваё 35-годдзе. Плошчы музея павялічыліся ў 2 разы. Пашырыліся экспазіцыйныя залы, прысвечаныя гісторыі Шуміліншчыны, Вялікай Айчыннай вайне, пасляваеннаму перыяду. У фондах захоўваюцца калекцыі археалагічных знаходак, фотаматэрыялаў пра жыццё і побыт гараджан, друкаваных і рукапісных дакументаў, ваеннай зброі. Дарэчы, па выніках работы за 2020 год Шумілінскі гісторыка-краязнаўчы музей стаў лепшым у вобласці. Раённая бібліятэка таксама істотна абнавілася. Будаўнікі асвяжылі фасад, замянілі вокны, пафарбавалі сцены. З'явіўся перад будынкам сучасны шмат'ярусны фонтан з рознакаляровай падсветкай. Архітэктурнае збудаванне – частка новага сквера ў цэнтры пасёлка. Размясціўся ён насупраць райвыканкама. Тут і пляцоўка з ваеннай тэхнікай, монумент артылерыстам, памятны знак воінам-інтэрнацыяналістам. Дарэчы, сквер – адна з 4 зон рэканструяванага цэнтральнага парка. Цэнтральны парк – адзін з найбольш чакаемых мясцовымі жыхарамі аб'ектаў. Да абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2021» тут праведзена маштабная рэканструкцыя. На працягу некалькіх месяцаў штодзённа з раніцы да позняга вечара на пляцоўцы працавалі больш за 40 чалавек. І кожны на сваім участку. Мемарыяльная зона, дзіцячая зона, зона масавых мерапрыемстваў, сквер. Пасля рэканструкцыі ў паўночнай частцы парку з'явілася алея славы. Усталяваны больш за 30 новых стэл з фотаздымкамі герояў Савецкага Саюза і герояў сацыялістычнай працы. Тут жа размешчаны мемарыял у гонар савецкіх воінаў-вызваліцеляў Шуміліншчыны. А вось паўднёвую частку парка ператварылі ў вялікую зону адпачынку, якой, як сцвярджаюць месцічы, вельмі не хапала ў пасёлку. Пясочны дворак, горкі, вяровачны парк, качалка-балансір. Пляцоўкі для дзяцей аснашчаны сучасным і бяспечным гульнявым абсталяваннем. Ёсць і свая варкаут-пляцоўка. Для тых, хто не ўяўляе свайго жыцця без спорту, у парадак прывялі стадыён. Работа на аб'екце кіпела ледзь не кругласутачна. Будаўнікі стварылі па сутнасці новы спартыўны комплекс. Будавалі яго па сучасных тэхналогіях. З'явіліся бегавыя дарожкі з наліўным гумавым пакрыццём, крытыя трыбуны, дзе 200 балельшчыкаў могуць сачыць за спаборніцтвамі, а таксама варкаут-пляцоўка. Пасля рамонту на стадыёне з задавальненнем займаюцца маладыя шумілінцы і сталыя гараджане. Аднак гэта не адзіны абноўлены аб'ект у сферы спорту і турызму. Правялі работы таксама ў мясцовай спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву, спартыўнай зале фізкультурна-аздараўленчага цэнтра Шумілінскага раёна. Маштабную рэканструкцыю перажыла адна з буйнейшых устаноў адукацыі Шумілінскага раёна сярэдняя школа нумар 1.
1 верасня яна адчыніла дзверы для амаль 900 навучэнцаў. У новым навучальным годзе установа атрымала статус школы будучыні. У рамках рэалізацыі праекта «Мадэрнізацыя сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь» там у некалькі этапаў праводзіліся рамонтныя работы. Замянілі сістэмы цепла- і электразабеспячэння, каналізацыі, абнавілі спартыўную і актавую залы, харч-блок, дзе з'явілася новае абсталяванне, а таксама адрамантавалі навучальныя кабінеты. Закупілі новую мэблю і тэхніку, мультыборды, камп'ютары, мультымедыйныя сродкі. Прывялі ў парадак да новага навучальнага сезону і Шумілінскую сярэднюю школу нумар 2, а таксама 4 мясцовыя яслі-садкі. У дашкольных установах адукацыі адрамантавалі дах, пафарбавалі фасады, замянілі вокны, абсталявалі харч-блокі, абнавілі гульнявыя пляцоўкі. Правядзенне ў Шуміліне абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі ўдыхнула ў райцэнтр новае жыццё. Змены закранулі установы культуры, адукацыі, спорту і турызму. Яркімі фарбамі заіграў і жылы фонд. Сёлета адрамантавалі больш за 4 дзесяткі дамоў. Будаўнічыя брыгады таксама займаліся асфальтаваннем двароў і вуліц, устаноўкай новых агароджаў. На тэрыторыі Шумілінскага раёна пасадзілі каля 1000 саджанцаў дрэў і кустоў. Сапраўдным упрыгожаннем пасёлка сталі новыя арт-аб'екты. Сярод іх тэлефонная будка, дарожны каток, футбольны бутс і мяч. Мы видим, что реально преобразилось все, стало красиво, люди работают, делают красоту новую. Вот парк, фонтан такой прекрасный, с внучкой проезжаем смотреть. Появилось очень много чего. Ремонт сделан, зданий, сооружений. Появились яркие краски, появилась какая-то более современная инфраструктура, красивые дома, новые садики, центр культуры, стадион. Я вообще сама россиянка, родилась в России. А Шумилина стала для меня второй родиной. Ну, можно даже сказать первой, потому что в основном я здесь живу, работаю, здесь выросли мои дети, растет моя внучка. И мне кажется, вот эти изменения, они очень благоприятно скажутся на наших детях, потому что все делается для наших детей, для наших внуков, для наших потомков. Дарэчы, да работ па добраўпарадкаванні актыўна далучаліся і самі жыхары Шуміліна. Месцічы дапамаглі прывесці ў парадак тэрыторыю вакол храма святога Мікалая Цудатворцы. Гэта адзіная праваслаўная святыня ў раённым цэнтры. Маштабныя змены закранулі таксама аб'екты гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання. Усе будаўніча-мантажныя работы вяліся за ўласныя сродкі прадпрыемстваў і арганізацый, а гэта парадку 2 мільёнаў рублёў. Вядомыя сеткавыя кампаніі і прыватныя крамы абнавілі гандлёвыя залы. У год дажынак маштабныя работы разгарнуліся на аб'ектах газавай гаспадаркі. Да прыроднага газу падключана вёска Язвіна, мадэрнізаваны гандлёвы аб'ект Метан. Сучасны выгляд набыў фасад будынка, на ўваходзе паклалі тратуарную плітку. У самім кафэ зрабілі касметычны рамонт. Асобны падарунак да абласнога свята аграрыяў шумілінцам падрыхтаваў філіял Віцебскія электрычныя сеткі рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Віцебскэнерга». Гэта новы будынак разлікова-касавага цэнтра, дзякуючы якому ствараюцца зручныя ўмовы для абслугоўвання жыхароў раёна. Навёў глянец да дажынак 21 года і чыгуначны вакзал райцэнтра. Гэта візітная картка Шуміліна. Дарэчы, сёлета спаўняецца 155 гадоў з дня адкрыцця руху ад Полацка да Віцебска. Да абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі станцыя прыкметна змянілася. Вакзал паўстаў перад мясцовымі жыхарамі і гасцямі ў істотна абноўленым выглядзе, на што чыгуначнікі выдаткавалі больш за 300 000 рублёў. Усяго да свята аграрыяў новыя абліччы набылі больш за 100 аб'ектаў. Мясцовыя жыхары з радасцю ўспрынялі змены, якія адбыліся ў іх родным пасёлку. Торжественная церемония, посвященная открытию фестиваля ярмарки «Дожинки-2021» и чествованию тружеников села Витебской области, объявляется открытой.
Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые участники областного фестиваля ярмарки «Дожинки-2021». По доброй белорусской традиции сегодня Шумилина встречает гостей и участников праздника тружеников села Витебской области. И сегодня здесь собрались лучшие представители агропромышленного комплекса области, промышленности, работники строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, дорожники, все те, кто своим трудом благоустраивал и преображал нашу Витебскую область, вводил объекты социальной сферы торговли и транспортных сообщений. В празднике принимают участие помощник президента Республики Беларусь Валерий Иванович Бельский, Председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Николаевич Шерстнев. председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Владимирович Терентьев, Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Вячеславович Брыло. заместитель министра экономики Республики Беларусь Анжелика Александровна Никитина, Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Геннадьевич Шумилин. заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Павлович Бобер, Чемпион 32-х Олимпийских игр в Токио Иван Литвинович. главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте Ольга Анатольевна Власова, Бронзовый призер 32-х Олимпийских игр в Токио Максим Недосеков. председатель Белорусской федерации волейбола Владимир Александрович Ващенко, Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Виталий Викторович Великанов. ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины Николай Иванович Гавриченко, Генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Федор Иванович Привалов. помощник генерального директора Минского тракторного завода по сельскому хозяйству предприятий холдинга МТЗ «Холдинг» Владимир Владимирович Пискижев. Генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйск Агромаш» Надежда Анатольевна Лазаревич. Заместитель директора Центра продаж и сервиса общества «Гомсельмаш» Василий Васильевич Абрамович. Генеральный директор Минского маргаринового завода Андрей Александрович Гончаров. Председатель Совета директоров общества «Евроторг» Александр Иванович Литвин. Заместитель генерального директора по развитию Витебского региона общества «Спамаш» Валерий Сергеевич Бурко. Директор общества «Автобиз» Виталий Юрьевич Бычко. Заместитель генерального директора общества «Промагролизинг» Наталья Владимировна Табала. Настоятель Свято-Троицкого Маркова монастыря архимандрит Сергий. А также члены Витебского областного исполнительного комитета, Члены Президиума Витебского областного совета депутатов. члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Депутаты и палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. делегации городов и районов Витебской области. Ветераны труда, представители трудовых коллективов, учреждений и общественных организаций. Приветствуем всех аплодисментами.
Великий Шумилинский камень, самый большой в Беларуси. Так меня величают. Лежу я тут много тысячелетий, вбираю и храню в своей памяти историю земли Шумилинской. Первые люди появились в этих местах еще до нашей эры. Оседали здесь и викинги, что путешествовали по Днепру и его притокам. Тишину местных лесов нарушал лай борзых и звуки охотничьих рожков многих поколений помещиков. После сражения во время войны с Наполеоном местные говорили: «Ух, и шумело место в бою с французами!» Отсюда и название Шумилино. В конце XIX века пролегла здесь Рига-Орловская железная дорога. Поглядеть на первый поезд высыпали все жители маленькой деревушки. Любо-дорого было мне наблюдать, как растет местечко. Работали на полях, построили храм, вокзальный комплекс, мечтали и стремились к достатку. А в 41-м прошлого столетия Шумилинщина разделила боль и горе всей Беларуси. И радостью все наполнилось, когда именно здесь, в 44-м, началась освободительная операция «Багратион». Да, как хотелось подсобить моим селянам, когда они ратные поля превращали в хлебные нивы. Как радостно билось мое каменное сердце, когда в хаты возвращалась жизнь. А еще, как и мои шумилинцы, люблю праздники. И обязательно расскажу потомкам, как в 2021 году Шумилино выпала честь принимать праздник. Праздник тружеников села всего Придвинского края. Знаменитые дожинки. Цивилизация – калейдоскоп людских судеб, где новый век спешит за предыдущим веком. Но лишь тогда, как был посеян первый хлеб, стал человек по праву называться человеком. Жнец, пахарь, сеятель в труде своем велик. Труд этот был всегда нелегок, не напрасен.
Хлеб для народа и един, и многолик, и предстает порой в различных ипостасях. Хлеб – это на таку 100 тонн пшеничных гор. Хлеб – это на столе блокадном чья-то крошка. Хлеб – это свадебный огромный чудо-торт. Хлеб – это черствая бедняцкая лепешка. И живы мы, покуда хоть краюшка хлеба есть. Он, сложенный в котомку, легкой сделает дорогу. Словами хлеб насущный дашь нам днесь. Мы обращаемся в своих молитвах к Богу. Уж сколько раз нас лихолетье мертвым жгло огнем, но нива зашумит, и снова жизнь воскреснет, и соберутся все за шумным праздничным столом. Ведь, как известно, будет хлеб и будет песня. Она появится на свет осенним светлым днем, взлетит, расправив крылья, словно аист в небо, и мы споем. Все вместе обязательно споем хвалу рукам, что пахнут первым теплым хлебом. На весенней заре воздух свежий и синий, постаревший отец, седину шевеля, говорил у крыльца тихим голосом сыну, провожая его первый раз на поля. Ты запомни, сынок, такие слова, не всему голова, не всему голова. Ты запомни, сынок, золотые слова, не всему голова, не всему голова. Сын пошел, пошагал по отцовскому следу, но война началась, боль огня и свинца. Но и в этой войне, добывая победу, нес боец по земле завещание отца. Ты запомни, сынок, золотые слова, не всему голова. Ты запомни, сынок, золотые слова, не всему голова, не всему голова. Но случилась беда на земле незнакомой. Был он ранен в бою по холодной зиме. Свой солдатский паёк передал он другому, а домой написал в треугольном письме. Ты запомни, сынок, золотые слова, не всему голова. Ты запомни, сынок, золотые слова, не всему голова, не всему голова. На весенней заре воздух свежий и синий, на страде полевой гул моторов и шум. Говорил у крыльца сын погибшего сына, говорил не спеша своему малышу. Золотые слова, не всему голова. Ты запомни, сынок, золотые слова, не всему голова, не всему
жатве участвовали 1123 экипажа зерноуборочных комбайнов, 761 водитель, 679 операторов зерносушильных комплексов. Дожиночный сноп Витебской области состоит из 420 тысяч тонн пшеницы, 83 тысяч тонн ячменя, 95 тысяч тонн озимой ржи, 73 тысяч тонн тритикаля, 47 тысяч тонн овса и 63 тысяч тонн зерна бобовых культур. Дожиночный сноп вручается председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу. Уважаемый Николай Николаевич, примите дожиночный сноп урожая 2021 года Витебской области. Для оглашения Песню «Хлеб всему голова» исполнил сводный хор Витебской области. Для оглашения приветствия президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, участникам и гостям фестиваля ярмарки тружеников села Витебской области «Дожинки-2021» в Шумилино на сцену приглашается помощник президента Республики Беларусь Валерий Иванович Бельский. Дорогие друзья, сегодня Шумилино принимает эстафету большого праздника, который отпраздновал наш народ вчера, 17 сентября, День народного единства. Вчера в своей поздравительной речи президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко говорил о безопасности и независимости нашей Родины, нашей любимой Белоруссии. Аграрии, я бы сравнил их с воинами. Они стоят также на страже нашей независимости и безопасности, продовольственной безопасности, которая дает нам возможность жить и развиваться. Без хлеба мы не можем. Поэтому ваш труд, ваши действия, ваши оценки, которые сегодня мы могли ознакомиться с теми достижениями, которые сегодня есть, не только СНОП, но и ваши знания, которые будут делать экономику нашей страны, экономику будущего, крайне важны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко подготовил приветственные слова, которые я с удовольствием адресую вам от его имени. Дорогие друзья, примите самые искренние поздравления с дожинками. Наша Витебщина всегда славилась своей прекрасной природой, но была трудным для аграриев регионом. Тем не менее, каждый год сельчане своим упорным трудом добиваются достойных показателей по многим направлениям. Теплых слов признательности заслуживают профессионалы своего дела, которые вкладывают в хлебную ниву все силы и мастерство, поставив перед собой благороднейшую цель – накормить свою страну. Убежден, вам по силам постоянно повышать свою квалификацию, находить новые направления для работы, справляться со всеми серьезными задачами, которые стоят перед агропромышленным комплексом региона для дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности Беларуси. Желаю вам крепкого здоровья, упорства, терпения и мудрости, а также высоких трудовых достижений. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Передаю вам, Николай Николаевич, это поздравление с пожеланиями самого лучшего и успехов в следующих уборочных сезонах. Позвольте мне еще к тем словам, которые прозвучали от президента страны, поздравить вас от имени главы администрации президента Игоря Петровича Сергеенко, который передал самые искренние слова поздравления вам с вашими достижениями, с благодарностью за ваш труд земляков, которых он ценит и любит,
и всегда с удовольствием встречается, но сегодня не получилось, так складываются государственные дела. Спасибо вам большое. Уважаемый Валерий Иванович, просим вас занять место в зале. Слово председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу. Уважаемые аграрии Витебщины, дорогие гости, участники областного фестиваля ярмарки тружеников села «Дожинки-2021». Уходит в историю очередная уборочная кампания. Но в каждой жатве есть свои особенности, свои результаты и свои победители. Убраны зерновые, зернобобовые, а также красноцветные культуры – озимая сурепица, озимый яровой рапс. Каковы результаты? В текущем году хозяйство Витебщины собрали 780 тысяч тонн зерна. Нынешний сельскохозяйственный сезон для нашей области, как, собственно, и для всей страны, стал не самым благоприятным. Результат, под который вложено немало материальных затрат и колоссальных людских усилий, не был достигнут. Недобор к прошлому году составил 25%. Пострадали сельхозпредприятия всех областей. Даже устойчиво работающая Гродненщина с самым высоким плодородием земель, превышая на 7 баллов плодородия Витебской пашни, уменьшила общий валовый сбор зерна на 27%. По производству зерна на 1 балл гектар лучший показатель в стране имеет Брестская область – 109,6 килограммов, повторив результат Витебской области прошлого года. А аграрии Витебщины в этом году по данному показателю заняли 4-е место. Хочу обратить ваше внимание на следующие цифры. Под урожай этого года в целом по стране было посеяно на 53 тысячи гектаров меньше уровня предыдущего 2020. В результате природно-климатических аномалий к уборке зерновой клин уменьшился еще на 16%. По Витебской области погибло 46 тысяч гектаров зерновых культур. Это в основном яровые культуры. Надо признать, это те тысячи гектаров, которые могли быть посеяны осенью прошлого года. И тогда, исходя из средней урожайности озимых зерновых культур, область дополнительно бы имела 140-150 тысяч тонн зерна. В итоге мы бы немногим уступили 3 лидирующим областям страны. Мы понимаем, что в Витебском северном регионе погода наиболее критично влияет на результат. В прошлые годы я приводил пример, что в 1976 году валовый сбор зерна в области составил без малого 1,5 миллиона тонн зерна. По сути, почти в 2 раза больше, чем мы собрали в этом году. Погода способствовала. Но никогда более за всю историю аграриям не удалось приблизиться к этой цифре. Никогда. К сожалению, были крайне неблагополучные годы. В 1999 валовый сбор зерна составил всего лишь 459 тысяч тонн. В 2000 – 664 тысячи тонн. В 2001 – 595 тысяч тонн. В 2005 – 614 тысяч тонн. К чему я подвожу? А к тому, что прошло время, когда все должны четко осознать, надо прекратить ссылаться на погодные условия. Мы работаем в условиях рискованного земледелия. Надеяться и ждать подарка от природы, когда снова повторится 1976 год, не приходится. Прошло 45 лет, а повторения нет. Последние годы природа, наоборот, преподносит не подарки, а сюрпризы в виде аномалий. Следовательно, необходимо сделать выводы и перестроить работу растениеводческой отрасли с учетом максимального ухода от влияния погодных условий на процессы производства. При этом нужно исключить наслоение сельскохозяйственных работ. Подчеркиваю,
свойственного только северному региону, обеспечив в обязательном порядке своевременное техническое перевооружение. Без этого никак нельзя. О том, что это возможно на Витебщине, доказательства приведу пример. Витебский район, сельхозорганизация «Мазалова ГАЗ», собственником которой является предприятие «Витебскоблгаз» во главе с Петром Петровичем Шершенем. Вопреки природно-климатическим особенностям, неблагоприятным погодным условиям, уже 15 июня хозяйство завершило уборку трав первого укоса, а к 1 августа закончило уборку зерновых и озимого рапса, а область еще только входила в середину уборки. Успех не случайен. К этому идут годами профессионализм кадров, высочайшая организация труда, высокопроизводительная техника, современное сушильное хозяйство. Это, конечно же, создать непросто. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, аграриям области необходимо сделать все возможное и невозможное. А для этого, прежде всего, нужно максимально увеличить площади под озимые зерновые, крастоцветные культуры, озимый рапс и сурепицу. Часть площадей, предназначенных для заготовки фуражного зерна крупному рогатому скоту, не доводя до уборочной спелости, убирать на зерносенаж. Таким образом, исключил затраты на сушку, доработку и хранение зерна, уменьшив при этом нагрузку на зерноуборочный комбайн, доведя ее до оптимальной. Преимущество экономической эффективности такого направления неоспоримо. Кроме того, за счет увеличения посева озимого ячменя и озимой сурепицы, культур с более ранними сроками уборки, появится возможность сместить начало уборочных работ с августа на июль, при этом уменьшая посевы ярового рапса, уборка которого, как правило, затягивается и переходит на сентябрь месяц. Немаловажен профессионализм, грамотная организация труда, максимальная загрузка энергонасыщенной техники, использование ее на основных видах работ в обязательном порядке в двухсменном режиме работы. Качественная обработка почвы за один проход почвообрабатывающего агрегата должна стать нормой, как и подбор сельскохозяйственных культур, жесткое соблюдение севооборота и выполнение ряда других требований. Только в этом случае мы сможем в 2 раза быстрее и качественнее выполнить все сельскохозяйственные работы. Ряд организаций Витебщины в этом направлении уже многое сделали. Регулярно из года в год, несмотря на природно-климатические аномалии, имеют высокие результаты следующие сельхозпредприятия. Лариновка Аршанского района, руководитель Кухтенков Александр Александрович. Урожайность превышает в этом году 75 центнеров с гектара. Толочинский консервный завод, руководитель Анюховский Анатолий Васильевич, 48,9 центнера с гектара. Мазалова ГАЗ, предприятие Витебскоблгаза, руководитель Шершень Петр Петрович, 45,9 центнера с гектара. Горяный Агро, Полоцкого района, Колтунов Александр Григорьевич, урожайность 42,1 центнера с гектара. Шайтерова, Верхнедзвинского района, руководитель Губненков Михаил Петрович, 42,5 центнера с гектара. Витебская бройлерная птицефабрика, руководитель Норкус Анна Васильевна, предприятие обеспечило сбор более 50 тысяч тонн зерна. Одно предприятие, опередив по этому показателю 16 районов области. С каждого гектара здесь собрано 39,5 центнера с гектара. Это заслуживает уважения. Стоит отметить, что половина полученного урожая сформирована Аршанским районом, который преодолел 100-тысячный рубеж по намолоту. Общий намолот составил 108 тысяч тонн зерна. Витебским – 95 тысяч тонн, Толочинским – 66 тысяч тонн, Дубровинским – 58 тысяч тонн и Верхнедвинским районами – 51 тысяча тонн. Свыше 55% урожая зерновых Витебщины, а это 435 тысяч тонн, сформировали агропромышленные объединения.
наибольший вклад внесли сельхозпредприятия, которые работают на базе Аршанского мясокомбината, 140 тысяч тонн зерна. Витебского мясокомбината 75 тысяч тонн зерна. На уборке урожая трудились более 1000 зерноуборочных экипажей. Тысячный намолот превзошел 261 экипаж комбайнеров. 2000-й намолот 26. Двое преодолели 3000-й намолот. Евгений Кухарев из Витебской бройлерной птицефабрики. Намолот составил 3171 тонна. И Сергей Греков из Аршанского комбината хлебопродуктов. Намолот составил 3165 тонн. Абсолютный рекорд нынешней уборочной 4168 тонн установил семейный подряд Владислав и Валентин Лаптинские из Межева Агро Аршанского района. Примечательно, что на протяжении всей жатвы они уверенно возглавляли рейтинговую таблицу передовиков. В их активе первая в области 1000 тонн, затем вторая, третья и четвертая. У этих достижений есть своя стратегия. Витебщина делает ставку на выращивание не только зерновых и зернобобовых культур. Последние годы мы усиленно пропагандируем аграриям для возделывания озимую сурепицу не только как ранний высокобелковый зеленый корм для животных, но и высокорентабельную культуру для производства маслосемян. Ее преимущество доказал и этот неблагоприятный сельскохозяйственный сезон. Валовый сбор маслосемян не уменьшился и сохранился на уровне прошлого года. У ряда сельхозпредприятий урожайность озимой сурепицы доходит до 20 центнеров с гектара. Всего валовый сбор красноцветных составил 103 тысячи тонн. Среди сельхозорганизаций наибольшей урожайности маслосемян рапса достигли Мазалова ГАЗ Витебского района 28,8 центнера с гектара, филиал Горяны Агро Полоцкого района 26,6 центнера с гектара, Новоселки Лучай Поставского района 24,8 центнера с гектара. Третью часть от всего сбора маслосемян красноцветных культур сформировали Аршанский район 14 тысяч тонн, Витебский 13 тысяч тонн, Толочинский 10 тысяч тонн. В Витебской области появился экипаж, который преодолел 1000-й намолот на уборке рапса. Сергей Греков и Дмитрий Видзевич из Аршанского комбината хлебопродуктов. Витебщина занимается выращиванием не только зерновых, зернобобовых красноцветных культур. Как это было уже сказано, в структуре производства растениеводческой продукции важное место занимает лен, картофель, овощи. В последние годы в области сложилась положительная динамика производства картофеля. В прошлом году мы собрали 80 тысяч тонн, при средней урожайности 280 центнеров с гектара. Абсолютный лидер в области в стране – Толочинский консервный завод, который формирует 60% от всего валового сбора картофеля в нашем регионе. В прошлом, 2020 году, с площади 900 гектаров предприятие собрало 45 тысяч тонн клубней при средней урожайности в 507 центнеров с гектара. В текущем году заводу предстоит убрать 831 гектар, урожайность складывается на уровне 390 центнеров, и это самый высокий пока результат в республике среди всех специализированных хозяйств. Стратегически важная и имиджевая для нашей республики культура, конечно же, лен. На территории Витебской области находится единственный в республике льнокомбинат, для которого производится и поставляется льняное сырье. Несмотря на то, что засушливая погода негативно влияла на рост и развитие культуры, льнозаводы области приложили максимум усилий для своевременной уборки. В этом году заготовленное льно треста и полученное из нее льноволокно более высокой прочности, равномерного цвета. Это позволит обеспечить льнокомбинат сырьем лучшего качества. Примечательно, что процесс вылежки льнотресты текущего года проходит значительно быстрее, что дает возможность ранних сроков уборки.
По сравнению с прошлым годом увеличены темпы уборочных работ на прессовании и свозке. Заготовлено 22 тысячи тонн льно-тресты средним номером 1,1, на 6 тысяч тонн больше прошлогоднего уровня. И в среднем по области номер вырос на 0,3. Четкая организация труда и своевременное проведение комплекса технологических операций позволили получить хорошие результаты Дубровинскому льнозаводу. Руководитель Басенков Анатолий Дмитриевич. На сегодняшнее утро заготовлено 8400 тонн льнотресты средним номером 1,01, а это 130% к уровню прошлого года. Достойные показатели и Ореховского льнозавода Аршанского района. Руководитель Кижло Павел Станиславович. На сегодняшнее утро предприятием заготовлено 8300 тонн льнотресты средним номером единица, а это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Важная доминанта на ближайшее время сделать аграрную отрасль престижной. Инструментарий для действий очевиден. Сформировать положительную мотивацию к профессии через привлекательную систему материального стимулирования. Серьезный шаг, надо сказать, в этом направлении уже сделан. Корректировке в сторону увеличения подвергалась заработная плата механизаторов, специалистов животноводческой отрасли. А с марта этого года мы приняли решение молодым специалистам, работающим в животноводстве, ежемесячно начислять к заработной плате 1000 рублей. Надеемся, эти и другие меры стимулирующего характера помогут нам закрепить молодые кадры на селе. Принципиально новый подход обретает и система подготовки кадров для агросектора. Сегодня стоят серьезные задачи, решения которых мы видим в воспитании нового поколения аграриев, привлечении молодежи к непрерывному аграрному образованию, профориентации учащихся. А первым звеном, дающим возможность сформировать представление о сельском укладе жизни и познакомить с флагманами нашего сельскохозяйственного производства, являются, конечно же, агроклассы. Для учащихся на базе эффективно работающих сельхозпредприятий проводятся практические занятия, так называемые агросубботы. Укрепить такие позиции призваны профильные СУЗы, вузы, где до 6 месяцев увеличена продолжительность производственной практики. И обязательно оплачиваемой практики. Я это подчеркиваю. Оплачиваемой в полном объеме. В качестве базы только передовые хозяйства. Заказчики кадров для села должны непосредственно участвовать в формировании команды профессионалов для своих предприятий, в том числе путем заключения с будущими специалистами договоров о целевой подготовке. Стоит отметить, что время учебы, так называемым целевикам, во время учебы рекомендованы доплаты и стипендии. Среди дополнительных бонусов в последующем предоставление выпускникам отсрочки от призыва в армию, замена срочной службы в армии на службу в резерве, оказание денежной помощи на обзаведение хозяйством, стимулирующая надбавки к заработной плате, обеспечение благоустроенным жильем, либо компенсация расходов по найму жилья. Витебщина стремится создать максимально привлекательные условия для молодых специалистов. В связи с этим отрадно констатировать, ежегодно в области увеличивается процент их прибытия и закрепления. Хочу заверить, впредь поддержка людей, которые работают на земле, будет продолжена. Дорогие друзья, Дожинки 2021 года – яркая глава в истории городского поселка Шумилино и в целом в Шумилинском районе. Свыше 100 объектов получили второе рождение, появились новые объекты. Большое внимание уделяется социальной сфере. В этом списке здание 4 детских дошкольных учреждений, средней школы номер 2 имени Дубосарского, где выполнен текущий ремонт, модернизирована и по-современному оснащена средняя школа номер 1 имени Акционка, которая пополнила список школ будущего. Отремонтирована клиника, диагностическая лаборатория, поликлиника. На карте Шумилина
Появился современный стадион с трибунами для зрителей. Новый облик обрели детско-юношеская школа Олимпийского резерва, спортивный зал, физкультурно-оздоровительный центр, районный центр культуры, централизованная библиотечная система, историко-краеведческий музей, появилась аллея славы. Ремонтным работам с благоустройством прилегающей территории подверглись здания торговли и общепита, авто- и железнодорожного вокзалов, почты, ДРСУ 204, ПМК 70, банковских, газоэнергосберегающих организаций и других. Построен расчетно-кассовый центр филиала «Энергосбыт». Ведется капитальный ремонт и модернизация, и это для жителей очень важно. Порядка 40 жилых домов. Кроме этого, ведутся работы и в хозяйствах, на сельскохозяйственных объектах. Зримым результатом подготовки к дожинкам стала активизация вовлечения в хозяйственный оборот годами не использовавших в Шумилино помещений и зданий. Их выкупают инвесторы, открывают новые объекты торговли и услуг. А это новые рабочие места, налоги в местный бюджет, которые в последующем направляются на содержание и развитие отраслей народно-хозяйственного комплекса Шумилинского района. Кардинально сменили свой внешний вид центральный парк, улицы Юбилейная, Суворова, Сипко. Установлены новые малые архитектурные формы, арт-объекты. Заметно улучшилось качество улично-дорожной сети. Это далеко не полная картина всего того, что было сделано здесь за последний год. Преображение Шумилинщины продолжится и после фестиваля. Такова практика. Начало сделано, а дальше дело рук местной власти и жителей, которые проживают здесь. Сделанное останется вам, дорогие жители Шумилинщины. Сегодня эстафета празднования дожинок будет передана Глубочине. Хочется, чтобы руководство района и специалисты воспользовались этим в полной мере, сделав все для того, чтобы население региона имело достойную инфраструктуру, хотело здесь жить, создавать семьи, трудиться. Повышение благосостояния наших граждан, развитие экономики, сельское хозяйство – тот индикатор региональной политики, который определен президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Внимание и помощь главы государства очень ценят труженики села Северного региона. Мы благодарим уважаемого Александра Григорьевича за заботу и поддержку, которая оказывается в Витебской области. Огромное спасибо за высокую оценку труда аграриев, уверенность в наших силах решать важные задачи, которые поставлены перед агропромышленным комплексом региона и страны в целом. Хотелось бы поблагодарить всех наших уважаемых партнеров, руководителей промышленных предприятий нашей республики и стран СНГ за плодотворное сотрудничество. Глубокую признательность выражаем Минскому тракторному заводу и его генеральному директору Виталию Михайловичу Вовку за поставку сельскохозяйственной техники, в частности тракторов, в нашей области. Вы помните, в декабре прошлого года поставлено было 354 единицы. Искренне благодарим предприятие «Гомсельмаш» во главе с Александром Александровичем Новиком за поставку в прошлом году 100 единиц зерноуборочных комбайнов. Огромное спасибо председателю концерна «Белнефтехим» Андрею Алексеевичу Рыбакову за понимание и поддержку в обеспечении горюче-смазочными материалами, а также минеральными удобрениями. Отмечаем проверенное временем плодотворное сотрудничество с Национальной академией наук Беларуси. Председатель президиума Гусаков Владимир Григорьевич. Благодаря финансовой поддержке успешно развиваются ее подчиненные организации. В частности, на предприятии Устье-Аршанского района введены инновационный роботизированный молочно-товарный комплекс на 1000 дойного поголовья с замкнутым циклом. Комплекс для сушки и подготовки семян сельскохозяйственных культур с объемом 10 тысяч тонн в год. А на Толочинском консервном заводе завершается строительство цеха быстрого замораживания, что позволит впервые в республике
создать массовое промышленное производство быстро замороженного картофеля фри. Тот картофель, который до сих пор поставлялся только по экспорту, по импорту. Отдельно адресуем слова искренней благодарности коллективу Петербургского тракторного завода и лично его генеральному директору Серебрякову Сергею Александровичу за оснащение сельхозорганизаций Витебской области современными энергонасыщенными тракторами и обеспечение их качественным техническим ремонтом и в целом обслуживанием этой техники. Спасибо руководителям и работникам городских организаций Витебской области за понимание, помощь сельским труженикам, ответственное отношение к делу и трудолюбию. Мы задействуем ежегодно на сезонные, как весенние, так и уборочные работы порядка от 700 до 1000 привлеченных работников. Это механизаторы, это сварщики, это токаря. Спасибо вам. Признательны всем, кто подставляет плечо и неравнодушен к труду агрария. Уважаемые специалисты сельскохозяйственного производства, руководители предприятий, городов, районов, вас объединяет работа на земле во имя достатка и благополучия каждого. Сегодня мы благодарим всех, кто избрал своей профессией самый необходимый для человечества труд. Вы наше богатство, хранители аграрных традиций и мастерства. Ваши успехи имеют огромное значение для развития экономики области, для социальной стабильности в регионе. Дорогие друзья, желаю всем вам здоровья, счастья, комфорта, уюта в ваших домах. Пусть всегда погода будет благоприятной и способствует плодотворному труду аграриев, работающих на земле. А земля откликается на вашу заботу богатым урожаем. С праздником, дорогие друзья, с праздником, дорогие аграрии. Спасибо вам за работу. Уважаемый Николай Николаевич, позвольте перейти к церемонии награждения. В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета определены победители областного соревнования за достижение лучших результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, рапса и заготовки травяных кормов. В номинации «Среди районов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур» по совокупности критериев в первой группе победителем признан Витебский район. Председатель районного исполнительного комитета Геннадий Геннадьевич Сабынич. Первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Петр Николаевич Коренкович. Вручается диплом и денежная премия в сумме 8700 белорусских рублей. В районе показатели по производству зерна на 1 балла гектар посевной и убранной площади самые высокие в области – 110 и 120 килограммов соответственно. Второе место в номинации занимает Аршанский район. Председатель районного исполнительного комитета Исаченко Игорь Владимирович. Заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Константинов Андрей Витальевич. Вручается диплом и денежная премия 7250 рублей. В текущем году район единственный преодолел 100-тысячный рубеж по намолоту. Собрано 108 тысяч тонн зерна при самой высокой в области урожайности – 35,7 центнера с гектара. Третье место в этой группе занимает Дубровинский район. Председатель районного исполнительного комитета Анатолий Иванович Лукашов, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Васильевич Корнеев. Диплом и денежная премия в 5800 рублей. Районом получен третий результат по урожайности зерна в области – 30,1 центнера с гектара.
Во второй группе победителем признан Верхнедвинский район, председатель районного исполнительного комитета Шилов Василий Николаевич, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Гарбуль Алексей Валерьевич. Вручается диплом и денежная премия в сумме 8700 рублей. В районе намолочено более 51 тысячи тонн зерна при средней урожайности 29 центнеров с гектара. Второе место занимает Полоцкий район. Председатель районного исполнительного комитета Игорь Иванович Маркович, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Николаевич Боротынский. Диплом и денежная премия в 7250 белорусских рублей. Урожайность зерновых культур составила 27,1 центнера с гектара. В счет государственного заказа поставлено почти 6 тысяч тонн зерна или 107% к заданию. Третье место занимает Миорский район. Председатель районного исполнительного комитета Кузнецов Игорь Валерьевич. Первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Шокель Александр Казимирович. Вручается диплом и денежная премия 5800 рублей. В районе средний показатель по производству зерна на 1 балл гектар посевной и убранной площади составил 72 килограмма. Госзаказ по поставке зерна выполнен на 102%. В номинации «Среди районов на уборке рапса» лучшим признан Витебский район. Председатель районного исполнительного комитета Геннадий Геннадьевич Сабынич. Вручается диплом и денежная премия в сумме 8700 рублей. В районе получена самая большая урожайность рапса – 21,1 центнера с гектара. В счет государственного заказа поставлено более чем 3001 тысяч тонн масла семян или 102% к заданию. Уважаемый Николай Николаевич, памятное фото с победителями. Аплодисментами поздравляем победителей и приглашаем в зал. В номинации «Среди агропромышленных объединений на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур» победителем стал Верхнедвинский масло-сырзавод, генеральный директор Василий Иванович Губанов. Вручается диплом и денежная премия в сумме 8700 рублей. Средний показатель по производству зерна на 1 балл гектар составил 71 килограмм. В номинации «Среди сельскохозяйственных организаций на уборке зерновых и зернобобовых культур» в группе «Валовый сбор зерна» свыше 7000 тонн в первой группе награждается Толочинский консервный завод, директор Анюховский Анатолий Васильевич. Вручается диплом и денежная премия в сумме 7250 рублей. Намолочено 16,8 тысяч тонн зерна при средней урожайности 48,9 центнера с гектара. Во второй группе награждается ордена Ленина сельскохозяйственный производственный кооператив «Лариновка» Аршанского района, руководитель Александр Александрович Кухтенков. Вручается диплом и денежная премия в сумме 7250 рублей. В текущем году в хозяйстве получена самая высокая урожайность зерна – 75,4 центнера с гектара. В номинации «Среди агропромышленных объединений на уборке рапса» победителем признан Аршанский мясоконсервный комбинат, руководитель общества Бакуров Максим Сергеевич. Вручается диплом и денежная премия в сумме 8700 рублей. Средний показатель по выходу масла семян на 1 балл гектар пашни составил 46 килограммов.
В номинации «Среди сельскохозяйственных организаций на уборке рапса» победителем признан филиал «Мазаловогаз» Витебского района республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз». На сцену приглашается заместитель генерального директора по промышленному и сельскохозяйственному производству унитарного предприятия «Витебскоблгаз» Константин Анатольевич Почепко. Ему вручается диплом и денежная премия в сумме 7250 рублей. Урожайность масла семян рапса 28,8 центнера с гектара. Это самый высокий показатель текущего года. В номинации «Среди сельскохозяйственных организаций, обеспечивших максимальный валовой сбор зерна и рапса» награждается Витебская бройлерная птицефабрика, генеральный директор Норкус Анна Васильевна. Вручается диплом и денежная премия в сумме 4640 рублей. Валовой сбор зерна 50,3 тысячи тонн. Масло семян рапса 8,5 тысяч тонн. По сбору зерна хозяйство опередило 16 районов области. По сбору масла семян рапса 18 районов. Уважаемый Николай Николаевич, памятное фото с победителями и наши поздравления. Поздравляем победителей и приглашаем занять свои почетные места в нашем зале. За победу в номинации «Среди старших комбайнеров и комбайнеров сельскохозяйственных организаций» награждаются в первой группе комбайнеров Денис Викторович Ясюкевич, старший комбайнер общества Шайтерова Верхнедвинского района, намолотивший на комбайне «Лида» 1600-1514 тонн зерна. Во второй группе комбайнов Ольшаников Александр Валерьевич, старший комбайнер Витебской бройлерной птицефабрики, намолотивший на комбайне КЗС 1218 Полесье 2552 тонны зерна. В третьей группе комбайнов награждаются Владислав Валентинович Лаптинский, старший комбайнер, и Валентин Николаевич Лаптинский, комбайнер сельскохозяйственного предприятия Межево Агро Аршанского района, намолотивший на комбайне Нью Холланд 4058 тонн зерна. В номинации «Среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных организаций в возрасте до 31 года» победителями признаны в первой группе комбайнов Федорцов Александр Олегович, старший комбайнер, и Зазыба Виталий Вячеславович, комбайнер сельхозпредприятия Зарубы Дубровинского района, намолотившие на комбайне КЗС 10К Полесье 1510 тонн зерна. Во второй группе комбайнов награждается Сергей Викторович Гусенцов, старший комбайнер, и Сергей Николаевич Макашев, комбайнер сельскохозяйственного предприятия Приднепровский Дубровинского района, намолотившие на комбайне КЗС 1218 Полесье 1966 тонн зерна. В третьей группе комбайнов награждается Кухарев Евгений Николаевич, старший комбайнер Витебской бройлерной птицефабрики, намолотивший на комбайне Нью Холланд 3171 тонну зерна. Всем победителям в соревновании старших комбайнеров и комбайнеров вручаются благодарственные письма и денежные премии в сумме 2030 рублей на экипаж. Уважаемый Николай Николаевич, пожалуйста, памятное фото с лучшими комбайнерами. Поздравляем победителей и приглашаем в зал. В номинации «Среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов» награждаются в первой группе техники
Скороденок Николай Петрович, водитель общества «Кушлики» Полоцкого района, который на автомобиле ГАЗ грузоподъемностью 4 тонны перевез 1182 тонны зерна. Во второй группе техники награждается Виктор Дмитриевич Еронько, водитель общества «Боброво Агро» Дубровинского района, который на автомобиле МАЗ грузоподъемностью 8,2 тонны перевез 2704 тонны зерна. В третьей группе техники награждается Побойкин Владимир Владимирович, водитель общества «Правда-С» Дубровинского района, который на автомобиле МАЗ грузоподъемностью 10 тонн перевез 3970 тонн зерна. В четвертой группе техники награждается Александр Петрович Порохонько, водитель предприятия «Рыдомельский» Толочинского района, который на автомобиле МАЗ грузоподъемностью 35,5 тонны перевез 4725 тонн зерна. В номинации «Среди молодых водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов в возрасте до 31 года» награждаются в первой группе транспортных средств Черногузов Александр Викторович, водитель предприятия Рудакова Витебского района, который на автомобиле ГАЗ грузоподъемностью 4,15 тонны перевез 1005 тонн зерна. В третьей группе транспортных средств грузоподъемностью от 9 до 15 тонн награждается Вячеслав Игоревич Губский, водитель сельхозпредприятия имени Черняховского Дубровинского района, который на автомобиле МАЗ грузоподъемностью 10 тонн перевез 2506 тонн зерна. В четвертой группе транспортных средств награждается Дмитрий Владимирович Иванов, водитель Витебской бройлерной птицефабрики, который на автомобиле МАЗ грузоподъемностью 20 тонн перевез 4250 тонн зерна. Водителям, ставшим победителями в группах транспортных средств, вручаются благодарственные письма и денежные премии в сумме 1450 рублей каждому. В номинации «Среди трактористов-машинистов, занятых на заготовке травяных кормов на комбинированных рулонных пресс-подборщиках-упаковщиках» награждается Артем Викторович Цветинский, тракторист общества Верхнедвинский масло-сырзавод, который заготовил 5289 тонн высококачественных травяных кормов в более чем 8815 рулонах. И ему вручается благодарственное письмо и денежная премия в сумме 2030 рублей. Уважаемый Николай Николаевич, традиционное памятное фото. И ваши аплодисменты, дорогие друзья, для победителей. Мы поздравляем победителей и приглашаем занять ваши почетные места в зрительном зале. И продолжаем церемонию награждения. За обеспечение проведения всех технологических циклов по производству сельскохозяйственной продукции от Витебского облисполкома вручаются ключи от 12 тракторов «Беларусь-82-1» производства Минского тракторного завода. На сцену приглашаются руководители сельхозорганизаций. Общество АСБ «Агроноватор» Бешенковического района Андрей Андреевич Пискунов. Общество «Прудинки» Верхнедвинского района Василий Алексеевич Красник. Сельскохозяйственного предприятия «Голубичи» Глубокского района Валерий Валентинович Кинько. Общество «Барсучанка» Докшетского района Сергей Федорович Москаленок. Общество «Восток Чирина» Дубровинского района Валентин Васильевич Балабосов. Предприятие «Лепельское» Лепельского района Мисник Роман Семенович. Общество Барсеева Леознинского района Сергей Васильевич Ольховка.
Общество Синегорское Сеннинского района. Александр Анатольевич Федюк. Общество Обольцы Толочинского района Ирина Валентиновна Косинец. Общество Ведринская Агро Чашинского района. Антон Валерьевич Пух. Общество Княж Шарковщинского района Владимир Петрович Будо. Общество Агроборовинка Шумилинского района. Павел Анатольевич Шакун. И, конечно же, традиционное фото на память. Аплодисменты награжденным, провожаем их в зал и продолжаем церемонию награждения. Благодарность председателя Витебского областного исполнительного комитета объявляется будущим хозяевам земли, учащимся, отлично зарекомендовавшим себя во время прохождения производственной практики. Николаю Олеговичу Краснову, учащемуся Полоцкого государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства, в составе экипажа намолотил свыше 500 тонн зерна. Виктору Геннадьевичу Крупенину, учащемуся Поставского государственного колледжа, при прохождении практики в обществе Хатилы Агро Поставского района в составе экипажа на зерноуборочном комбайне намолотил 1042 тонны зерна. Дмитрию Валерьевичу Федорову, учащемуся Городокского государственного аграрно-технического колледжа, при прохождении практики на Витебском мясокомбинате на тракторе «Беларусь» своевременно и качественно выполнял порученные задания. Кириллу Сергеевичу Шестаку, учащемуся Кохановского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства. При прохождении практики на предприятии «Племенной завод Реконструктор» Толочинского района выполнял ремонтные работы по подготовке зерноуборочного комбайна и другой техники к уборке зерна. В качестве помощника комбайнера намолотил 720 тонн зерна. Уважаемый Николай Николаевич, еще традиционное фото на память с будущим Витебщины. Мы поздравляем наших самых юных тружеников. Уважаемые аграрии, нет того времени, чтобы в ваш адрес высказать те добрые слова, которые вы заслуживаете. И от всего того народа, который пользуется благами вашей работы. Живите долго, живите счастливо, пусть у вас порядок в семьях будет. Пусть все во всех ладится. Мы ценим хлеб, мы ценим тех людей, кто производит продукты питания. Передавайте свой опыт молодежи. Желаю вам, чтобы в вашем составе, в вашем количественном составе аграриев прирастало. Прирастало вот такими молодыми кадрами, которые сейчас были на сцене, они уже себя зарекомендовали, они умеют работать, а ведь
научили их работать вы. Потому что, как правило, родители работают все в сельском хозяйстве. И детки идут учиться, получать профессию и возвращаются к нам. И это очень хорошо. С праздником, невзирая на такую вот погоду прохладную, всем тепла в ваших душах. Все еще впереди, согреемся, но немножко надо потерпеть. У нас еще все-таки торжественная часть не закончилась. Спасибо вам за работу. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич, за ваши теплые слова. С праздником тружеников села хлеборобов поздравляют представители системы образования Витебской области. На сцене образцовая арт-студия «Вдохновение» средней школы номер 20 города Орши, солистка, педагог-организатор школы, молодой специалист Анна Шакутина. С ранних лет мы слышим «хлеб всему голова». Став взрослее, мы говорим нашим детям о том, как важен хлеб в нашей жизни. Мы хотим сказать большое спасибо вам за то, что вы выращиваете такой священный продукт. Спасибо вам, с праздником! Дудочка, дудалка, выпивалка, стукалка.
На сцену приглашается председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике Николай Николаевич Шевчук. По поручению Владимира Павловича Андрейченко я хочу вручить вам приветственный адрес и грамоты Национального собрания Республики Беларусь. Уважаемые жители района, участники и гости областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки-2021. Примите искреннее поздравления с главным праздником хлеборобов, который в этом году принимает Шумилинская земля. Добросовестно трудясь в поле и в будни, и в выходные, и в праздники, проявляя профессионализм, организованность и умение слаженно и четко работать в команде, вы достигли высоких показателей. Дожинки – это не только возможность подвести итоги нелегкого и в то же время почетного труда, но и уникальный социально-культурный проект, способствующий благоустройству объектов социального назначения. Благодаря вашему усердию, бережному отношению к земле и ответственности Шумилинщина преобразилась. Наша дальнейшая задача – сохранить и сберечь то, что создано общими усилиями. Нынешний год выдался сложным. Но, несмотря на непростые погодные условия, вы добились достойных результатов, которые, я убежден, не являются пределом для людей, преданных своему делу. Там, где человек с уважением и любовью относится к своей земле, всегда будут порядок и процветание. Огромная благодарность всем за верность традициям, личное участие и неоценимый вклад в укрепление экономики района, области и страны в целом. Желаю вам, дорогие друзья, благополучия и достатка, неиссякаемых жизненных сил и новых трудовых свершений, счастья и крепкого здоровья, мира, добра, тепла и уюта в ваших домах и семьях. Владимир Павлович Андрейченко. И позвольте перейти к дальнейшей церемонии награждения. Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь награждаются Петр Николаевич Корененкович, первый заместитель председателя Витебского райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию. Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь награждается Сергей Федорович Москаленок, директор общества «Барсучанка» Докшетского района. Благодарность председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь объявляется Василию Павловичу Косову, трактористу-машинисту общества Шайтерова Верхнедвинского района. На комбайне New Holland намолотил 2527 тонн зерна. Благодарность председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь объявляется Александру Леонидовичу Романятову, инженеру по эксплуатации машин машинно-транспортного парка общества «Приозерный мир» Шумилинского района. По намолоту зерна показал лучший результат в районе. Намолотил 1131 тонну зерна. Традиционное памятное фото. Поздравляем победителей и приглашаем занять места в зале. На сцену приглашается член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Семенович Матвеев.
Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые работники агропромышленного комплекса Витебской области, от имени Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь примите самые искренние поздравления с праздников тружеников села Дожинки 2021. В сложных условиях нынешнего года профессионализм хлеборобов Витебской области позволил добиться высоких темпов уборки урожая. Ваша повседневная работа, целеустремленность и ответственность способствуют обеспечению продовольственной и экономической безопасности нашего государства, решению важных социальных задач. Выражаю признательность за ваш труд, преданность делу и любовь к своей земле. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и новых свершений на благо родной Беларуси и ее народа. Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Ивановна Качанова. Спасибо большое, Владимир Семенович. И мы приглашаем вас занять почетное место в зале. Ну а сейчас мы приглашаем на сцену представителей большого спорта Республики Беларусь. Приветственный адрес спортивной общественности зачитывает чемпион 32-х летних Олимпийских игр 2020 года в городе Токио по прыжкам на батуте Иван Литвинович. Уважаемые жители, гости Витебщины, дорогие труженики агропромышленного комплекса «Хлебороды», от имени физкультурно-спортивного общества примите искреннее поздравление с успешным окончанием уборочной кампании «Дожинки 2021». Победы в спорте и на земле даются непросто. Каждое высшее достижение имеет не только личное значение, но становится общественным достоянием и вносит свой вклад в укрепление страны. Спортсмены благодарят всех тружеников сельского хозяйства за любовь к своей родине и земле, самоотверженный труд и обеспечение нашей уверенности в завтрашнем дне. Желаю всем крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах. Иван, спасибо и вам большое за победы. С приветственным словом мастер спорта международного класса, бронзовый призер 32-х летних Олимпийских игр 2020 года в Токио по прыжкам в высоту, чемпион по прыжкам в высоту вторых Европейских игр в Минске Максим Недосеков. Здравствуйте, дорогие земляки! Хочу поздравить вас всех с этим прекрасным праздником Дожинки 2021. Пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья и, конечно же, успехов в ваших начинаниях, некоторых, может быть. Мы, как спортсмены, благодарим вас за вашу поддержку и будем стараться вас радовать дальше нашими прекрасными результатами. Спасибо вам большое. Еще раз с праздником. Заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте Ольга Анатольевна Власова. Уважаемые хлеборобы, земляки и гости, присутствующие сегодня на этом замечательном празднике труда Дожинки 2021. От всего сердца хочу выразить огромную благодарность вам за ваш добросовестный труд, за любовь к нашей земле, в которую вы вкладываете всю свою силу, знания и душу, за беззаветную преданность нашей земле. Ваш труд, наш хлеб, который вы выращиваете, он непосредственно связан и с нашим спортом, потому что он дает нам силы и уверенность на таких высокого уровня соревнованиях, как Олимпийские игры, которые недавно проходили в Токио 2021. И наши спортсмены показали высокие результаты. Поэтому хочу сказать, что наш труд, каждый он в своей сфере показывает, и он идет на благо нашего белорусского народа и на процветание
нашей родной Беларуси. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья и благополучия. Будьте счастливы. С праздником вам всех! Почетным гостям праздника вручаются подарочные сертификаты белорусской кожевенно-обувной компании «Марка» и корзины с вкусными подарками. Успехи наших спортсменов, достижения в самых разных сферах общественной жизни страны — это словно яркие лучики солнца. Специально для вас поет обладатель Гран-при 18-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске Ангелина Ломака. Сможешь, лишь самим собой будь. И не сдавайся, не сломайся, держись за жизнь. Знай, что солнце светит нам сквозь тучи сейчас, и за тобою сотни рук, сотни глаз. И в этом мире мы с тобой не одни. Смотри, солнце над Беларусью ярко сияет, потому что любит всех нас. День будет добрым, пусть мир узнает то, что в моем сердце сейчас. Мы хотим в мире жить, верить, мечтать и любить. Солнце над нами будет светить. Знай, не только в сказках побеждает добро. Одним дыханием людям сердце открой, и в этот мир неси любовь и тепло с собой. Знай, что есть всегда кому подставить плечо. Иди вперед и не жалей ни о чем. Друзья помогут, станут рядом с тобой. Стеной. Солнце над Беларусью ярко сияет, потому что любит всех нас. День будет добрым, пусть мир узнает то, что в моем сердце сейчас. Мы хотим в мире жить, верить, мечтать и любить. Солнце над нами будет светить. Солнце над Беларусью ярко сияет, потому что любит всех нас. День будет добрым, пусть мир узнает то, что в моем сердце сейчас. Мы хотим в мире жить, верить, мечтать и любить. Солнце над нами будет светить. Солнце над Беларусью будет светить. Спасибо большое, с праздником! Низкий поклон губернатору. На сцену приглашается помощник президента Республики Беларусь Валерий Иванович Бельский.
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства, достижение высоких производственных показателей. Почетной грамотой администрации президента Республики Беларусь награждаются Анна Васильевна Норкус, генеральный директор Витебской бройлерной птицефабрики. Награждается Игорь. С удовольствием кушаю продукцию Ганны. Награждается Игорь Иванович Маркович, председатель Полоцкого районного исполнительного комитета. Благодарность главы администрации президента Республики Беларусь объявляется Людмиле Петровне Мамойко, директору сельхозпредприятия Свитина ВМК Бешенковического района. Михаилу Петровичу Гумненкову, директору общества Шайтерова Верхнедвинского района. Уважаемый Валерий Иванович, традиционное памятное фото. Поздравляем победителей и просим занять свои места в зале. Ну а сейчас нас ожидает семейное поздравление. Знакомьтесь, глава семьи, водитель дорожно-эксплуатационного участка Евгений Леонидович, его жена, сестра-хозяйка Шумилинской центральной районной больницы Наталья Анатольевна и их дети Юля, Артем и Никита, все вместе. Многодетная семья Бровкиных. Когда мы идем в магазин, первое из продуктов это у нас является хлеб. Он и в праздники, и в будни. И мы любим дома тоже выпекать булочки, караваи, пироги. И спасибо всем большое за белорусский каравай. Хочем поздравить всех с праздником, пожелать всем труженикам села и города, чтобы вы всегда, удачи вам, терпения, понимания, а самое главное это здоровье. С праздником всех. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо семье Бровкиных, а на сцену выходит артистическая семья, театр песни Субботея, город Новополоцк. Четыре двора, из ворот ворота, четыре двора, из ворот ворота, а на пятой роже от великий мой, далеко живет, часто вести подает, а я молода, все догадлива была, а я молода, все догадлива была, прялочку взяла, на сиделочку пошла, барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня, здесь я не брела, только ночь провела, прялочку под лавочку сама смелым легла, прялочку под лавочку сама смелым легла.
Мы приветствуем на нашем празднике и приглашаем на сцену заместителя премьер-министра Республики Беларусь Александра Михайловича Субботина. Дорогие коллеги, уважаемые аграрии, родные мои земляки, наверное, чтобы долго вас не утомлять, скажу в первую очередь спасибо вам за нелегкий, но очень и очень нужный всем нам труд. Именно вы растите хлеб, именно вы делаете то самое вкусное, которое мы имеем возможность каждый день кушать дома в кругу семьи. Ну и, конечно же, хотелось бы отдельно поздравить вас с праздником, пожелать, наверное, здоровья в это непростое время, уюта, семейного тепла и неиссякаемой энергии, чтобы те планы, которые вы ставили перед собой и продолжаете ставить, они осуществились и осуществились как можно быстрее и как можно эффектнее. С праздником, дорогие друзья! И переходим к церемонии награждения. Почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь награждаются Николай Леонидович Шушкевич, комбайнер предприятия Рудакова Витебского района. Намолот составил 2759 тонн зерна. Почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь награждается Василий Алексеевич Красник, директор общества Прудинки Верхнедвинского района. Благодарность премьер-министра Республики Беларусь объявляется Александру Андреевичу Комарову, комбайнеру филиала селекционно-гибридный центр Заднепровский, общество Аршанский комбинат хлебопродуктов. Намолот составил 2583 тонны зерна. Благодарность премьер-министра Республики Беларусь объявляется Юрию Франтишковичу Шимчику, директору общества Новоселки Лучей Поставского района. Уважаемый Александр Михайлович, общее памятное фото. Наши поздравления и приглашаем всех вас занять свои почетные места в нашем зрительном зале. Всех тружеников села от работников культуры Витебской области поздравляет руководитель народной эстрадной студии «Калейдоскоп» Докшицкого городского центра культуры Андрей Чабан. Народная пословица гласит: будешь упорно трудиться, будет хлеб в закромах водиться. Так и хочется поздравить вас с этим праздником и сказать спасибо за урожай. С праздником! Адкажы мне на пытанне, любы чалавек, аб чым марыш ты, якія бачыш сны? Ці знайшоў сваё каханне у наш сучасны век? Ці адзін, як вольны ветер па зямлі? Я спыню цябе рукою, я спяю табе душою, як у даўнасці спявалі гусляры. Дакранусь да твайго сэрца, і яно мне адзавецца. Толькі разам па жыцці ідуць сябры. Таму што мы на гэтым свеце Божыя ўсе дзеці, сонца каласы. Мы кветкі шчасця на купале, чыстае світанне, белае
белой Руси. И уздымает до небеса подых белых росов наши голосы, а у них гушать светло и щедрость белой Руси. Нас одно с тобой одна шестиня души. Мы под крылами анёла у нас завжди. Водер першого кохання ля крыниц воды. И Матулин спел отвечно молодый. И он от самого сердца успомином разольется, распевая, як святошные звоны. Наши першие створения, наши лепшие имгнения, мы с тобою заховаем праз годы. Тому, что мы на этом свете, Божьем все дети, солнца колосы. Мы кветки счастья на купале, чистое свидание белой Руси. И уздымает до небеса подых белых росов наши голосы, а у них гушать светло и щедрость белой Руси. Потому что мы на этом свете, Божьем все дети, солнца колосы. Мы кветки счастья на купале, чистое свидание белой Руси. И уздымает до небеса подых белых роз наши голосы, а у них гушать светло и щедрость белой Руси. А у них гушать светло и щедрость белой Руси. Мы разом вера и надея белой Руси. Белой Руси. На сцену приглашается заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Вячеславович Брыло. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемый Александр Михайлович, Валерий Иванович, коллеги, друзья, наверное, я присоединюсь ко всем тем словам, которые были сказаны в адрес аграриев Витебской области с пожеланиями успехов, низким поклоном за этот самоотверженный труд, который вы ежедневно делаете. Сегодня мне корреспонденты дважды спросили, чем Витебская область отличается от других. Вот я сейчас сижу в зале, смотрим по сторонам и думаю, бодростью, свежим воздухом, хорошей температурой. Конечно, отрадно, когда губернатор Витебской области в минус 30 купается и окунается в прорубь зимой. Свежий воздух, озера, лес. Хорошо смотрится, хорошо думается. А если на самом деле серьезно, друзья, то Николай Николаевич в своем выступлении озвучил цифры, результаты, не хочется повторяться. Я хочу сказать только одно, что за последние годы на самом деле Витебская область достаточно активно стала развиваться именно в отрасли АПК. Строится в каждом районе новые фермы, свиноводческие комплексы, реконструируются помещения старые, приспособленные. Все делается для того, чтобы в перспективе это была та база, которая даст ту серьезную составляющую для нашей продовольственной безопасности. И я хочу сказать, что из года в год доля Витебской области именно в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны в
в экспорте, в поступлении валютной выручки в страну увеличивается. Уважаемые друзья, еще раз низкий вам всем поклон за ваш трудный, порой, наверное, самоотверженный труд. Еще раз вам хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, уюта и, конечно, мирного неба над нашей прекрасной страной. Спасибо еще раз за вашу работу. За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства, достижение высоких производственных показателей, нагрудным знаком отличия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за заслуги у сельской господарцы награждаются Тадеуш Тадеушевич Зинович, директор предприятия «За Родину» Глубокского района. Награждается Елена Бернардовна Киселева, управляющая отделением Сергеевичи предприятия Дуниловичи Агро Поставского района. Награждается Александр Александрович Кухтенков, председатель ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива «Лариновка». За образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких показателей в работе, а также за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса. Юбилейная медаль «100 год органам державного кіравання сельской господаркой и харчеванием Беларуси» вручается Игорю Владимировичу Исаченко, председателю Аршанского районного исполнительного комитета. Василию Николаевичу Шилову, председателю Верхнедвинского районного исполнительного комитета. Михаилу Семеновичу Пинчуку, заместителю генерального директора по сельскому хозяйству общества «Молоко», город Витебск. Владимиру Владимировичу Корсуну, заместителю директора общества Верхнедвинский масло-сырзавод по управлению открытым акционерным обществом «Соколовщина» Верхнедвинского района. Николаю Владимировичу Иванову, главному агроному общества «Рубежница» Лёзнинского района. Николаю Назаровичу Оленичу, директору государственного учреждения Витебская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь награждаются Олег Михайлович Лындин, председатель Толочинского районного исполнительного комитета. Награждается Николай Николаевич Лешко, председатель производственного кооператива «Ольговская» Витебского района. Награждается Андрей Сергеевич Шендрик, тракторист-машинист общества Якубова Агро Дубровинского района. Награждается Вячеслав Михайлович Чувилин, директор филиала Боброва Агро общества Витебск Агропродукт Лепельского района. Награждается Сергей Викторович Горбатенко, тракторист-машинист филиала Полоцкого комбината хлебопродуктов Горяны Агро Полоцкого района. Награждается Сергей Сергеевич Споткай, водитель автотранспортного участка Кохановского предприятия жилищно-коммунального хозяйства Коханова ЖКХ Толочинского района. Награждается Андрей Сергеевич Карпеченко, исполняющий обязанности директора сельскохозяйственного унитарного предприятия Барсдовка Агро Аршанского района. Традиционное памятное фото.
И под ваши аплодисменты приглашаем занять свои почетные места в зале. Среди гостей и участников дожинок нынешнего года есть и сотрудник МЧС Беларуси, диспетчер Центра оперативного управления города Рассоны Александр Подветельский, но не по служебным, а по праздничным обязанностям. Добрый день, дорогие друзья! Сотрудники нашего министерства всегда готовы к любым нестандартным ситуациям, в том числе, когда и обед не по расписанию. Вот тогда-то на помощь приходят домашние бутерброды. Они могут быть и с колбасой, и сыром, но никак без вашего хлеба. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за этого низкий вам поклон, а мы не подкачаем. С праздником, дорогие друзья! Поля так грустны, липы просят подождать до весны. Кверху дном все лодки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились колесе, колесе, колесе. А теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю, и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-ла-ла, лай-ла-лай, лай-лай-лай-ла-ла, лай-ла-лай-лай-лай-ла-ла, лай-ла-лай-ла-ла-лай-лай-ла-ла. В зимнем парке так бело, словно пар мою любовь замело. Дискобол, хрустя в снегу, так увяз. Танцплощадке под снежком снизовась, и как будто позабыл я про все. Только черт заводит снова колесо, 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 и летит твое лицо. И я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю, и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-ла-ла, лай-ла-лай, лай-лай-лай-ла-ла, лай-ла-лай-лай-лай-ла-ла, лай-ла-лай-ла-ла-лай-лай-лай-ла-ла, ла-ла-лай-лай-лай-ла-ла, лай-ла-лай, лай-лай-лай-ла-ла, лай-ла-лай-лай-лай-лай-лай-ла-ла.
Лай-ла-лай-ла-ла-лай-лай-лай-ла-ла. Кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Спасибо, дорогие друзья, с праздником! На сцену приглашается заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Николай Павлович Бобер. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые аграрии Витебского края, я искренне рад сегодня поздравить вас с этим замечательным праздником и от всей души поблагодарить за ваш бесценный труд. Благодаря вам у нас на столе есть хлеб, благодаря вам мы смело смотрим в будущее. Вы вносите бесценный вклад в наведение порядка на земле. Благодаря вам наша земля становится краше. Примите искренние слова благодарности. Хочу пожелать вам и вашим семьям тепла и уюта, здоровья и счастья. И низкий вам поклон. В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь о республиканском смотре-конкурсе «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов» подведены итоги смотра конкурса за 2021 год. Победителем в номинации «Среди районов» признан Докшицкий район. Диплом и денежная премия в размере 1000 базовых величин вручается председателю районного исполнительного комитета Олегу Анатольевичу Коваленку. Победителями в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций» признаны предприятие «Агросидцы» Докшицкого района, руководитель Сергей Сергеевич Кучко. Сельскохозяйственный филиал Лебельского района Заозерья Витебского мясокомбината, руководитель Быков Александр Петрович. Предприятие «Зарубы» Дубровинского района, руководитель Андрей Михайлович Сычев. Руководителям предприятий вручаются дипломы и сертификаты на ценный подарок – трактор. Победителем в номинации «Среди крестьянско-фермерских хозяйств» признано крестьянское фермерское хозяйство Садовского Игоря Аркадьевича Шарковщинского района. Диплом и денежная премия в размере 600 базовых величин вручается Людмиле Степановне Садовской. Победителем в номинации «Среди сельских исполнительных комитетов» признан Шайтеровский сельский исполнительный комитет Верхнедвинского района. Председателю Татьяне Анатольевне Разумной вручается диплом и сертификат на ценный подарок – трактор с навесным оборудованием. Победителем в номинации «Среди лесохозяйственных учреждений» признано лесохозяйственное учреждение «Шумилинский лесхоз». Директору Александру Сергеевичу Лабанцеву вручается диплом и сертификат на ценный подарок – трактор. Уважаемые победители, традиционное памятное фото. Поздравляем победителей и приглашаем занять свои места в зале. Сегодня поздравления в этом импровизированном уличном зале звучат от всех профессий. Сейчас вас поздравляют медики, вокальное трио Витебской областной клинической больницы.
В составе инженер кабинета рентгено-компьютерной диагностики Дарья Холодинская, медсестры-анестезиологи Екатерина Зубрицкая и Татьяна Панкевич. Все мы знаем, что пациентам тяжело в больнице. И очень приятно, когда по коридору разносится запах свежего хлеба, который ассоциируется у нас с домом, уютом, теплом. Спасибо вам большое за это душевное тепло. С праздником! Ветер скрипывал, словно дитя, за углом потемневшего дома. На широком дворе шелестят, по земле разлеталась солома. Мы с тобой не играли в любовь, мы не знали такого искусства, просто мы у поленницы дров целовались от странного чувства. Мы с тобой не играли в любовь, мы не знали такого искусства, просто мы у поленницы дров целовались от странного чувства. Разве можно расстаться, шутя, если так одиноко у дома, где лишь плачущий ветер, дитя, да поленница дров и солома. Мы с тобой не играли в любовь, мы не знали такого искусства, просто мы у поленницы дров целовались от странного чувства. Мы с тобой не играли в любовь, мы не знали такого искусства, просто мы у поленницы дров целовались от странного чувства. Мы с тобой не играли в любовь, мы не знали такого искусства, просто мы у поленницы дров целовались от странного чувства, целовались от странного чувства. От странного чувства. Для вручения ценного подарка на сцену приглашается Надежда Анатольевна Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйск Агромаш». Добрый день, уважаемые аграрии,
Разрешите от чистого сердца поздравить вас с праздником. Вы знаете, сила в единстве, сила в сердцах тех людей, которые отдали свою душу земле нашей белорусской, в руках тружеников села, чьи руки работают во благо нашей Родины любимой. Поэтому мы хотим от агропромышленного холдинга, коль я одна выжила сегодня, поздравить вас, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, ну и сказать, что агропромышленный холдинг Республики Беларусь всегда рядом и всегда будет вместе с вами. Всего самого хорошего. Подарочный сертификат на 2000 белорусских рублей на приобретение бытовой техники вручается Владимиру Викторовичу Лазовскому, трактористу-машинисту предприятия «Рыдомальский» Толочинского района, который в период проведения заготовки кормов в 2021 году запрессовал 2184 тонны сена и соломы. И приглашаем вас в зал. От имени студенческой молодежи вас поздравляет студент 3-го курса факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций Витебского государственного университета Денис Стрик. Сейчас самое важное для студента – это найти призвание, освоить профессию и заработать хлеб. Мы очень рады, что сегодня можем выступать для вас. С праздником! Выступает мужской хор преподавателей и студентов. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь, да кудрявый лед, я влюблен в тебя, честно влюблен. Золотая рожь, да кудрявый
с конем по полю Мужской хор преподавателей и студентов Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. Для вручения ценных подарков на сцену приглашается генеральный директор общества «Белвит Унифарм» Сергей Александрович Большаков. Добрый день, уважаемые присутствующие. От имени коллектива ООО «Белвит Унифарм» поздравляю с дожинками, с тем сложным результатом, который был достигнут в эту сложную пору. Пожелать вам здоровья, счастья, семейного благополучия, крупных перспектив и, естественно, вручить подарки. Ключи от легковых автомобилей Нива Legend вручаются предприятию «Прожектор Агро» Лепельского района. Директор Александр Викторович Демко. Ключи от автомобиля вручаются обществу «Проземля Агро» Чахнинского района. Директор Максим Юрьевич Скробневский. Обществу Жвиренко Шарковщинского района. Директор Петр Спиридонович Ананько. Ключи от легковых автомобилей Нива Урбан вручаются обществу Дануколова Агро Леознинского района. Директор Михаил Леонидович Зазиц. Обществу Даваторский Шарковщинского района. Директор Андрей Павлович Пальчев. Сергей Александрович, общее памятное фото. Поздравляем и просим занять свои почетные места в зале. А сейчас, дорогие друзья, примите музыкальный подарок от группы «Второй регион», которая представляет предприятие «Беларусьнефть», «Витебск», «Облнефтепродукт». Поздравляет ведущий инженер по подготовке кадров Сергей Денисенко. Дорогие друзья, мы, предприятие «Беларусьнефть», «Витебск», «Облнефтепродукт», очень гордимся тем, что мы хоть немного, но причастны к вашим достижениям. Ведь именно мы наполняем топливом баки ваших тракторов и комбайнов. А как известно, будет хлеб, будет и песня. С праздником! Нехто мне давно сказал, что за бурой тишиня и знов так проходит некий час. Калі скончыцца для нас гэты час і ўсякі раз І знов пойдзе дождь за сонцем. Я так давно мару бачыць гэты дождь. Я так давно мару бачыць гэты дождь. Што прольецца у ясны дзень. Можа учора ці раней, можа заўтра ці пазней. І зноў все займае месца. Так заўжды рака цячэ, ці павольна, ці хутчэй. І зноў, каб стаць дажджом нарэшце. Я
так давно марив бачить гэты дождь. Я так давно марив бачить гэты дождь, что прольется в ясный день. Дорогие друзья, несмотря на то, что сейчас на улице прохладный сентябрьский день, возьмитесь за руки, обнимитесь и покачайтесь. Будьте ближе друг к другу, почувствуйте тепло сердец друг друга, тепло душ, почувствуйте тепло нашей души. Мы дарим эту песню вам. Спасибо вам за ваш труд. И с праздником! I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day, coming down on a sunny day. Спасибо! Спасибо за поздравления группе «Второй регион» и Сергею Денисенко. Ну а сейчас самая трогательная нотка в нашем торжестве, которая уж однозначно сделает теплым атмосферу нашего праздника, потому что у нас на сцене дети и один из самых юных участников торжества Альберт Германенко что-то вам сейчас расскажет. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Эту скороговорку я не люблю. У меня пока не очень получается. Благодаря вам я люблю ароматные сушки. Благодаря вам у меня много-много сушек. Спасибо. Для вас выступает фольк-группа «Выноки». Дуба родился, а девчине сон приснился. Дуба
фольк-группе в итоге. Дорогие хлеборобы, а вас поздравляют коллеги из СИНО. А ми, хлопці, із Сяно, з трактором дружимо вже давно. І на полі в гостях ми завжди покажемо клас. А до нас ще завітала і тярешка з глибокого. Все! Друзья, еще одно радостное событие. Только что в Шумилино родилась новая семья. Давайте поприветствуем молодых. Яна и Александр Лисовские. На сцену приглашается директор открытого акционерного общества Прудинки Верхнедвинского района Василий Алексеевич Красник. Уважаемые молодожены, от чистого сердца поздравляю вас с днем свадьбы. От участников дожинок примите самые теплые слова благодарности. Этот день у вас запомнится на долгие-долгие годы жизни, потому что это праздник. От аграриев агропромышленного комплекса Витебской области примите чисто символический свадебный каравай, который будет являться для вас как символ гордости, радости, любви и надежды, а также пожелание, чтобы ваша семья была счастливой, радостной,
чтобы вы гордились, что вы такие прекрасные. Хотелось бы, чтобы эта семья была эталоном не только для молодежи, но и для тех, кто создает семью. Придвинский край, Шумилин – это край, который славится своими историческими событиями. Хотелось, чтобы во всех краях, во всех уголках этого района слышался смех, песни, танцы наших деток. Это поколение, которое придет нам на смену. Уважаемые молодожены, вы гордитесь, что вы живете и работаете в такой прекрасной стране, которая называется Белоруссия. Будьте счастливы по жизни, пусть вам сопутствует только любовь и счастье. И примите этот каравай. Друзья, на Дожинках 2021 свадебный танец исполняют Яна и Александр Лисовские и ансамбль классического танца «Пируэт». Поет Глеб Лапицкий. Завораживает звезд дальность, поздней осенью небес рваность, завораживает дней малость и безумная твоя жалость, завораживает вкус хлеба и густая синева неба и бездонные твои очи. Завораживает жизнь очень. Мне бы памятью твоей стать бы, не предать бы день своей свадьбы, мандаринки золотой мякоть, да от счастья и любви плакать. Завораживает вкус хлеба и густая синева неба и безумные твои очи. Завораживает жизнь очень. Завораживает вкус хлеба и густая синева неба и бездонные твои очи. Завораживает жизнь очень. Завораживает вкус хлеба и густая синева неба и безумные твои очи. Завораживает жизнь очень, завораживает жизнь. Дорогие наши хлеборобы, сегодня вас поздравляет вся Витебская область без исключения. Поздравляет искренне и от всей души, потому что в каждой белорусской семье, благодаря именно вашему труду, есть и будет каравай свежего хлеба. А символический каравай урожая 2021 года представляет руководитель Витебской бройлерной птицефабрики Анна Васильевна Норкус. Организация под ее руководством обеспечила самый высокий валовой сбор зерна в нашей области среди сельскохозяйственных предприятий. Нет ничего важнее, как иметь право и обязанность
трудиться на благо родной земли. Успехов нашему родному Придвинскому краю. С праздником, уважаемые хлеборобы! И, конечно же, аплодисменты. И спасибо всем вам. Желаем здоровья, хорошего настроения. Мир нашему дому! Пара человек, это целая планета. С краю раю до земли рукою не достать. Перекресток звездных рек я вешаю на карте неба. Нам надо научиться летать. Города ускорят бег, с каждым днем живем быстрее, забывая посмотреть на звезды по ночам. Пара человек, могут стать одной вселенной. Нам надо любить и мечтать. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий, лови. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир. Он наполнен цветами и красками. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, пусть все сбудется. А когда погаснет свет, время в темноте зависнет, вспоминаем главную свою причину жить. Пара человек поменяет ход событий. Нам-то надо учиться любить. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий, лови. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир. Он наполнен цветами и красками. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, пусть все сбудется. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий, лови. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир. Он наполнен цветами и красками. Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому. Цветы участникам концерта от председателя Витебского областного исполнительного комитета Николая Николаевича Шерстнева. Друзья, еще раз огромная вам благодарность за ваш труд, за хлеб на нашем столе. Счастья вам, благополучия и здоровья! Будьте здоровы, любимые и счастливые! С праздником, дорогие друзья!